отвечать уже по вопросам дальше. Сейчас комментарий тоже почитаю. Сейчас я найду его, где я слушал его. Сейчас. Так, и кеше, значит, тикток-то, утожиде кеше в этом. Так, салям всем привет. Что за чепуху несет чел? Как вам проект Штаты Идель-Урал? Проект Штаты Идель-Урал, он начинает быть бетонный край бетонный. Это наружная часть подобие Турана, так скажем, только мини, да? Это можно будет потом создать. Я же как раз таки в своих эфирах говорю, я никогда же не говорю, что Эльза Мокша нам будет враг. Я же не говорю, Марила Адля, Удмуртия, Шравчили. Наоборот, я всех внутрь загоняю, чтобы Удмуртия останется внутри Башкортостана с Татарстаном. Она никуда не может деться. Мы потому что идем дальше. Пермь забираем, Коми забираем, Ненецию забираем. Все это будет внутри Башкортостана. А внутри Башкортостана они как хотят пусть себя называть. Ненейцы, камики, удмурты. Похрен, блин. Ишмат Пашмадулмим, Рашан Джамшудулмим, нам похрен, как они будут себя называть. Самая главная задача — уничтожить узкий мир. Чтобы по краям везде у нас были, вот как ты говоришь, Идель-Урал. Идель-Урал был сам бетонжир. Я буду рад. Там, чтобы нигде русские, вот это слово «р» не было слышно, понимаете, нигде. Никакого Оренбурга не будет. Запомните, Оренбург, он утула полностью. Никакого Челябинска не будет, Екатеринбурга не будет, Перми не будет, Коми не будет. Вот это все не будет, поймите. Будет оно внутри Башкортостана. Коми, все. Удмуртия, все. Пермь вообще это полностью будет Башкортостан. Слово Пермь можете забыть уже на карте. Его не будет. Оренбург тоже не будет. Его тоже забудьте нахрен. Его тоже мы раздербаним на 3 части. Какую-то часть Казахстан, Башкортостан, Татарстан, все будет отжиматься. Самара, Ульяновск полностью это будет Татарстан. Я примерно так уже понял. От Волги все будет Татарстан, короче. Все, потому что я там думал об этом, кому это откинуть. Это явно не Эльзя-Мокшинские места. Это наши места, это места, как говорится, в Великой Тартарии. Поэтому, как говорится, это все тартарские места. И, значит, Тартарию кто входил? Это вот, значит, это мы. Все, Тартария, значит, Татарчикан, значит, что Татарнажир была шаханда. Башкортнака, Татарнак. Короче говоря, экспансия Татарстана будет обширна на левую сторону, в сторону Москвы. А Башкортостана в сторону Челябинска. Вот эти все экспансируемые места полностью это будет наши. Все, как говорится, как этот русский мир говорит? Свою гавань вернулась Крым. Вот, мы тоже свою гавань загоним все наши земли. Проблем нет, keine проблем. Так, сейчас, секунду, давайте просто вот как раз, проект независимого Башкортостана экономика. На той неделе какая-то хрень была, ну сегодня экономика, давайте вот будем слушать, сейчас постараюсь. Давайте послушаем, будем отвечать попутно, потому что я не забываю. Габасова, помните, сегодня мы продолжаем рассказывать о нашем проекте будущего независимого Башкортостана. Что интересно, его только 357 просмотров было. Вот я не знаю, у него не прет этот канал, 805 подписчиков только, ну не прет канал. Есть еще, подписывайтесь под него тоже. Кубайсан Кешесе, но толковые кишеля подписывайтесь только туда, бестолковые там не нужны. Подписывайтесь те из Башкортостана и Татарстана, которые конкретно рулят за свободу Башкортостана и Татарстана. Это, кстати, главное, Уруслар Кермягзан, нехер там делать. Наша задача, как говорится, поднимать любые каналы, которые говорят о независимости Башкортостана. Другой нахрен нам не нужен. Все, узкий мир нам не должен нас вообще интересовать минимум 100 лет. Сейчас вот начиная с этого года. Каким мы его видим? Давайте, в предыдущих 2 наших выпусках мы поговорили об административном устройстве и политическом устройстве будущего независимого Башкортостана. Сегодня мы поговорим о важной составляющей любого независимого государства – это экономика. Итак, каким мы... Здесь перебью, вот здесь комментарий, давайте прочитаем, обширный комментарий человек написал, пока не удалилось. Отвечу. Прочитай комментарий от подписчика, ну, я не знаю, кто это, попутчика. Приветствую, а как насчет Екатеринбурга и других городов, которые находятся на территории этих земель, но при этом это миллионный город, вы всех русских как выгоните? Насчет узких, я в каком-то эфире говорил, выгонять мы никого не будем. Мы будем принуждать, выгонять никто не будет. Вот как они Крым аннексировали, то же самое будет, но только у нас будет по-человечески. Долбить, как долбили крымских татар, у нас не будет. И долбили, как украинцев, нацистами назвали, такого у нас не будет. Узкий мир будет внутри, но, я в одном эфире уже говорил об этом, будет оно таким образом. Учат башкортелен, учат башкортелен, получают паспорт. Не учат башкортелен или татартелен, это как всем территориям относится, башкортам татарам. Не учат вот эти 2 языка, выметаются в Москву. Все. Стоп, не выметаются, живут без паспорта. Вот живут без паспорта, вот как хотят, так и пусть живут. Без паспорта они на работу не устроятся, никуда не смогут ничего сделать. Кутаюк будут учить язык. Все, вот наша задача. Получается, этих, как они нас, бусурманами называют, а я их называю узкожопых. Узкожопых полностью мы будем, как говорится, исламизировать, так скажем. Этих финно-угров мы приведем к порядку. Приведем, как говорится, форму закона Башкортостана нового и Татарстана. Вот это наша задача будет. Не нужен нахрен нам такие узкожопые, которые будут вспоминать опять Ленина, коммунизм, Путина, в конце концов, уже потом же путинизм останется у них в памяти. Это путинизм, вот это 25 лет путинизма. Безгеть, ола, кирякми, не. Поэтому Екатеринбург, Челябинск полностью будут отходить под Башкортостан. Половина его отойдет тем, кто там есть. Кто там хозяева? Вот к ним отойдет. Пусть Бурятия забирает, нам похрен. Кто ее заберет дальше, нам не нужно. Но по Алдар-Батыру, даже Курган, говорит, в Алдар-Батыре говорится, что это Башкор-Жиляра. Если даже Курган Башкор-Жиляра, то и Курган мы будем отжимать. Поэтому, значит, не только Челябинск, остановка не только. Мой аппетит растет по истории. Так что не обессудьте. Может, я до Дальнего Востока дойду дальше. Хз, короче. Поэтому, где проходила нога, рука башкорта и татара, все это наши земли будут. Все. Это насчет этого и больше нет, я думаю, как говорится, ответов. Примерно так. Я тоже за раз подрашки. Альхамдулилля. Конечно. Это салам алейкум, сказал валейкум ассалам. Хайля ирта, хайля киш. Финно-огры сами пострадали от русских, не надо их оскорблять. Но нет, финно-огры не от русских пострадали. Финно-угры, вот эти финно-угры-то сами-то и стали такими гестапами. Сами внутри, сами произвели таких путинососов. Вы сами виноваты. Слабые. Понимаете, вот в чем проблема. И вы с этой слабиной создали и у татар, и у башкортов слабину. Понимаете, вы даже не то что себя уничтожили, вы и другим помогли уничтожиться. Вот ваш косяк. Вы теперь сейчас, всякие, навалисты, не могут жить стать против Путина. Почему? Потому что у вас нет жилки встать. Понимаете, не можете встать, Вот этот ваш косяк. И вы нам не давали вставать. Вы бы в свое время давали бы нам вставать, подобие вот этих нормальных финно-угров, так скажем. Узкожопыми я их даже называть не хочу. Финно-угры нормальные, которые реально из Москвы, финно-угры нормальные. Хорошие русские я не буду их называть. Они тоже лицемеры. Вот эти вы, нормальные финно-угры,
которые еще остались, цивильные, с головой, вы в своем народе должны вытащить человека, который уничтожит вот этот гестаповский режим, понимаете? И даст от чистого сердца, по идее, без войны могли бы дать независимость этим странам, моим странам. Вот ваша задача. Это мужской поступок. За такой поступок даже Трамп охренеет, не захочет Гренландию даже забирать с Панамой, понимаете? Он скажет, ни хера себе тут, блин. Вот, понимаете? Это, конечно, вы не поймете. Это нафс, это арабское слово нафс, это эго на русском, да, если правильно переводить. Эго, получается, человека, оно ненасытное. Вот как раз таки сейчас вот во время уразы, я в тот раз уже говорил, да, все вы знаете, во время уразы все шайтаны на кандалы, короче, Аллах зацепил, все, нет шайтанов сейчас. Но нафс есть. Нафс внутри нас есть, который спит, не хочет намаз читать. Вот это нафс. А у путинососа этот нафс жадность. Сует все пальцы, рук, ног, блядь, чужие ноги сует в рот, все хочет забрать, сожрать. Он даже докопался до этого. На днях только загружал карту. Гагаузия Молдове. Гагаузам дышать не дает. Гагаузов хочет это расчленить от Молдовы. Это нахрена, да? Вот это зачем? Это зачем? Вот я не могу зайти, получается, мне в Башкортостан. Это я из той моей категории Северный Башкортостан и Южный, да, примерно, да? Даже хуже это, да? Зайти туда и сказать, так, Уфимская губерния будет здесь. Башкорты, выметайтесь. Понимаете, путиносос вот такую тему гонит везде. Пытается Молдове расчленить. Ну тогда иди расчленяй, тогда Турцию. Расчлени Турцию на армян и на турков, в конце концов. Есть вообще турки? Или все армяне там? Расчлени, если можешь. Вот примерно то же самое. Расчленители хреновы. Так, давайте дослушаем сейчас. Ответим потом про Башкортостан именно, да, речь. Республика Башкортостан будет осуществлять свою экономическую модель развития, основанную на глубокой переработке природных ресурсов с внедрением инновационных технологий, развития IT-технологий и поддержки частной собственности и бизнеса. Будет проведена национализация всех природных ресурсов Республики Башкортостан. Мы говорим о национализации, а не о государствовании. То есть смысл в том, что все природные ресурсы Башкортостана, все, что приносит доход от башкирской земли, является достоянием всей башкирской политической нации и должно служить ей. Поэтому, если частные или смешанные компании работают от природных ресурсов нашей нации, это возможно только при двух условиях. Первое. Но сейчас, прежде чем я расскажу об этих условиях, я бы хотел сказать коротко, что такое башкирская политическая нация в нашем понимании. Это все те граждане Республики Башкортостан, которые живут в Республике Башкортостан, являются, еще раз говорю, ее гражданами, вне зависимости от национальности, вне зависимости от вероисповедания. Это могут быть башкиры, татары, чуваши, марийцы, русские, удмурты и так далее, любые национальности, которые проживают на территории Республики Башкортостан и являются ее гражданами, они все составляют башкирскую политическую нацию. Итак, две составляющие, два условия, если компания работает, разрабатывая наши природные ресурсы и перерабатывая. Первое. Они должны работать так, чтобы не уничтожать окружающую среду, природу республики, а также не вредить здоровью ее населения. Да, это условия контракта должны быть такие, чтобы производитель брал на себя все необходимые расходы по экологическому производству и предотвращению вреда населению. Ну, а также не ответственность за нанесение ему, населению и республике, вреда своими заложенными в страховой фонд активами. Что это означает? Это означает то, что любая компания, которая будет заниматься разработкой и переработкой природных ресурсов, должна нести ответственность перед населением и перед республикой. Она должна обязательно вкладываться в инфраструктуру той территории, где она будет работать. Она должна нести социальные обязательства, она должна строить дороги, она должна строить школы, детские сады, больницы, какие-то культурные здания культурного значения и так далее, и так далее. Она должна обязательно брать определенный процент на работу, определенный процент населения местного. Она должна отчислять доходы в местный муниципалитет. Обязательно. Допустим, по примеру индейцев Северной Америки. Вот этот абзац. Все, давайте сейчас потом он сейчас другую тему начнет. Теперь я понял. Вначале что-то быстро я слушал, его ни хрена не понял, короче, было в отключке, как будто. Теперь дошло. Теперь я вам отвечу, где он сейчас косячит. Анафорагас. Сейчас прозвучало его, вот вы все послушали, да, ведь? Прозвучало, вы потом дома можете еще раз послушать его. Вот этот момент, что муниципалитетом, короче, где будет вот эта фирма, и он что-то будет платить для. Я не согласен. Вот этой херней. Он бошанда узкий мир. Он живет в узком мире, так скажем, да, в русском мире. У него как бы распределение башкортостанских действий идет как вот в русском мире создано, так и идет. Но только примерно что он меняет, типа дает поблажки, как бы надо асфальт сделать, допустим, да, это сделать, это, а потом хоть джаханнам кишина копай, бери все, что хочешь, сделай, и чтобы все были сыты. Примерно так я вам формулирую его мысль. Теперь послушайте меня. Он их булмайшак, нәрсәгә, беренчесе. Башкортстан белән Татарстанны кушып әйтәм, икесенә дә әйтәм. Хуҗасы была халык. Это раз. Придя туда, какая-то компания, допустим, вот я во Франции, французская компания приходит, допустим, начинает копать золото, допустим, да, и он типа будет все там инфраструктуру. Нихера, оно так не работает. Это конкретно узкомирная система. Это система СССР, узкого мира и так далее. Это опять вот это, как говорится, хозяйничество. Потому что он с ним не можешь контролировать, что он даст ли народу что-то или нет. Это косяк, это мощнейший косяк для, опять, обычного народа. Почему? Потому что если Каранашпан, если вспоминаете Каранашпан, который воняет постоянно, жалуется, где он там, Стартамакна или подал? Каранашпан, или под Уфой где-то Каранашпан. Это какой-то вонючий пластик делается, австрийский, короче, это пластиковая хрень, короче, Каранашпан, или, короче, не знаю, что это, материал какой-то строительный. И вот, прикиньте, и что, кто-то что-то достучался, что ли? Что-то произошло, что ли? Нет, конечно. Нет, везде коррупция. Ничего не происходит, это идиотизм. И поэтому такой ход действий старого метода только под новой оболочкой нам не нужно. Это лживая обманная пропаганда тому, что без лох без. Опять мы проглотим такое же дерьмо, но только другой обвертки, более красивой, так скажем, да, в виде слов Габбасова. Безгә бу туры килми, нәрсәгә? Чөнки халык бу нәрсәгә җавапкарлык дигән нәрсәне бирмәскә тиеш. И халыкка ул компания җавапкарлыкны тоже бирмәскә тиеш. Нәрсәгә? Чөнки хуҗа дәүләт булырга тиеш хуҗа. Значит, халык хуҗа. Значит, поставленный в парламенте и везде люди, и президент, в конце концов, будет над этим рулить. Каким образом? Значит,
полностью, перед тем, как заходит, допустим, фирма какая-то из Франции, допустим, Рено, или хрен знает, что там, Peugeot, допустим, не знаю, их марки, заходит туда, допустим, выкапывается, что-то там строится, что-то там, да, все. И значит, когда заходит туда, город берет ответственность какую? Полностью весь город растет, инфраструктура, люди, пуди, вытунейбер, петреля. Потом, когда уже заходит цех этот автомобильный, допустим, да, вот как в Андижане у нас, да, было, короче, корейская вот эта Дейо Nexia заходила, в первые времена Тико выходила, такая хорошая машина была, мне нравилась. Вот примерно, когда вот она заходила, что-то произошло, я маленький был, я не знаю. Суть какая? Заходит, допустим, вот такая фирма, весь город цветет. Это значит, полностью шул завод кырлары, шахар, холык, bütün нәрсе тәминләнә шул аркалы. Шул аркалы. Как раз из той категории, которую я вам говорил. 3 года сидит президент, и меняется каждый год наша столица. Еще Уфа, еще Сардамак, Ишимбай, Баймак, онда Пермь, Жилярда, Коми, Жилярда, тоже будет наши столицы. Мы будем передвигать эти столицы. Челябинск тоже будет столица, Екатеринбург тоже будет столица. Проблем нет. Каждое передвижение 3 года президента будет определять наше положение, развитие этой территории. Чтобы из пустыни или там из пещеры Шульганташ сделать нормальный город, цивильный. Не как, конечно, как сегодня там в Майами и в Таиланде вот это землетрясение было. Не так. Юзитаж успеем мендерия тугр нахрен. Спокойно играть круга. Угаштан нормально бить тугр или круга керек. Нахрена бить кромоска керек нахрен. Нахрена бить, блядь, жир нахрена без заполоща. Храм знает Европа так, Норвегия так, и береги этаж, ищи этаж, или круга керек, все кишища. Понимаете? Не так, что ползти наверх, блин. Улематана. Поэтому когда заходить будет каждый город фирма, значит, он отвечает шуны холкана. Значит, у холканда эшвелян бренч таминляна, окшабелян само собой, зарплата, пенсиялар, бүтүнэверлер, нашу оркал булайшак. А когда он говорит, что он должен сделать дороги туда-сюда, нет, никто ничего не должен. Эта фирма будет договариваться именно с этим государством. Это государство все это создает. Потом от этой фирмы имеет свои бабки. Вот и все. Проблем нет. Нам нахрен у Ялокоранга без Ялокирякми, у Халокакирякми, чтобы потом они бегали за фирмой, когда вы помните, Казан, да, Уфа, да, застройки. Построят нахрен 10-этажное здание, потом ищи свищи. Где? Бабки улетели, они отдыхают в Египте где-то. Джахана Тишевина. Было такое? Было. Нам нахрен такие люди. Сколько этого воровства? Нет. Без уже это не прокатит. Без гарантии кирак. Без лох тугляйнда. Без лох булсак, блядь, бомим суляна симанда. Понимаете? Поэтому гарантия давлять булаша. Давлять суляша. Бизнесмен, алу сатучы, доктор, стоматолог, проститутка. Бүтін әйбір нәрсеге была. Давлять, бүтін әйбір давлять булаша. Давлять ішкерте оларны. Значит, ақшасын ала. Халықны тәминли. Все, бітті, не нужно нахрен ставить вот этому Рено, Кронашпану, Пежо, алтын шықышыға, нефтяникам. Не надо создавать от путинского режима второй путинский режим. Нам не нужен это нахрен. Везде там Газпром рулит, Сечины, Печины, блин, да? А потом Кишер, блин, Башкортостанда кола. Нахрена все подписывать под одну гребенку. Нам не надо такие болезни. Опять шундык, язва. Идем дальше. Надеюсь, примерно я вам донес. Дальше уже сами интерпретируйте. Если где-то что-то добавляем, и пишите что-нибудь там, комментарии, если согласны, не согласны. Будем. Вот таким образом мы должны решать. Холод, блядь. Ушел ты? Ушел-то? Кой-то бежит, перегнул, значит, вы скажите в лицо мне. Нужно научиться принимать все ошибки и не ошибки. Конкретно, любой насягат ты должен быть готов. А не так, что, блин, что-то сказали, все, его убить нахрен. Нет, такого не должно быть. Это как вот Эрдоган, опять напоминаю. Урод Эрдоган засунул своего оппонента. Нахрена, потому что кутына наха джинджин тогда, кутына секрет улила. А он уже очканул, засунул сразу его. У нас такого не будет. У нас полностью будет парламент. Никто не будет, один президент взял, засунул одного. Ни хера такого не будет. Президента мы сами самого засунем. Холод, блин, береге. Только холод будет рулить везде. Идем дальше. Все знают, они сейчас в данный момент живут в резервациях. Это территория, можно сказать, что это государство внутри государства. У них там свои законы, которые не подчиняются законам. Давайте сейчас комментарий много. Площадь Башкортостана сколько? Надо посмотреть, хз. Поддерживаю. А что насчет риска захвата власти авторитарными лидерами? Вот именно. Поэтому я и говорю, что парламент будет, парламент и не даст захвату этому. Парламент